Девушка, я хочу вам задать вопрос. Давайте я сейчас... Подождите, я с вами поговорю. Хорошо, окей. Вас как зовут еще Динара. раз? Динара. Фамилия ваша? Тюлемисова. Как? Тюлемисова. Тюлемисова, да. Динара Тюлемисова. Хорошо. Смотрите, вы первая женщина, сотрудник Акимата, который нас так встречает в агрессивной форме, нападает на нас. Если мы хотим встретиться с слугой народа под названием Аким района, то у нас есть на это право. Право как прежде... Нет, прежде всего, как у граждан. Он боится, что ли, выйти сюда? Ваш Аким трус района? А почему он вышел? Почему он боится тогда нас принять на прием? А вы записывались на прием? Запишемся? Вот сейчас. Прямо сейчас мы вам сказали. Есть прием граждан, правильно же? Есть график граждан. После чего вы можете, тогда Мы только у сейчас вас... вам в устной форме записываемся. Этого достаточно. Этого Записывайтесь достаточно, на я прием сказал. граждан, пожалуйста. Я говорю, этого достаточно. Вы являетесь жителями Бишказахского района? Мы являемся гражданами Республики Казахстан, которые содержатся... Уважаемый, извините, разрешите, я сразу вас перебью, поскольку вы не являетесь... Нет, подождите, уважаемый, вы... Ага, у вас совсем другая работа. У вас- Занимайтесь ей. К сожалению, ваши компетенции не позволяют сейчас вставать в данный диалог в причине того, что вы являетесь некомпетентным лицом по данному вопросу. Хорошо. Потому, к сожалению, ваши примечания, к сожалению, не могут учитываться. Давайте вернем. Маску оденьте, Почему у вас вообще? пенсионер работает? Вы знаете, что он может умереть от ковида? Давайте вопрос решим. Подождите, Того почему у вас, гражданина, подождите, который- почему у вас охранник маску правильно не одевает? Вы знаете, что он в группе риска? Да и вообще, почему работает в Акимате человек пенсионного возраста? Хорошо. Человек пенсионного возраста почему у вас работает? Вы знаете, что человек старше 60 лет является в группе Ну, риска? может быть, ему не 60 лет, ему, наверное... Не 60. Сейчас спорить будем вдвоем. Если я пенсионер, другой Вот он это говорит, ты что ответишь. пенсионер. Как Давайте отвечу? у вас спросим, что случилось, почему. Всем привет, дорогие друзья! Мы в городе Исык. Это административный центр Инбекши-Казахского района Алматинской области. И как мы в своем предыдущем выпуске обещали, мы приехали сегодня с Каримом в районный Акимат. Я хочу заметить, то есть главная причина, почему мы сюда сегодня приехали, правильно, это узнать, почему же местный исполнительный орган не оказывает поддержку вашему предприятию. Ведь фактически вы создаете новые рабочие места, отчисляете налоги в бюджет данного района, да? Я правильно понимаю же нашу задачу? Все правильно, все правильно. То есть задать вопрос, почему как бы нет никакого содействия абсолютно. Действительно, это очень странно. Почему местный исполнительный орган не поддерживает такой бизнес? Почему вообще не оказывает поддержку бизнесу? Ну давайте пройдем. Да. Расскажите свою ситуацию, чем вы занимаетесь? Чтобы я не пересказывал. ТО Исык-Береке. Мы работаем в Ембекши-Казахском районе, село Булек, месторождение. Вот у нас был изъят контракт на недропользование. Здравствуйте, уважаемый. Масочку можно, да, сразу? Да, рассказывайте дальше, да. Вот, и как бы хотелось вопрос задать руководителю, либо заместителю, ну именно Ембекши-Казахского района, почему нам, предпринимателям, не было оказано никакого содействия. То есть мы создавали, мы открывали, да, мы ранее обращались, как бы, и ну, в любом случае, все ваше руководство знает, так как у нас суды проходили, конкретно Акима Ембекши-Казахского района приглашали, но на суды он ни разу таки не появлялся. У нас было 2 суда. Сделали письменное обращение через наш общий отдел, чтобы добиться, ну то есть как, чтобы зайти на прием. Разрешите сразу внесу поправку, то, что все-таки господин Токаев, президент, не подойди, а подойдите. Давайте мы будем обращаться уважительно. Здравствуйте, вы являетесь пресс-секретарем, да? Аким район. Это очень хорошо. Смотрите, меня зовут Курявцев Валерий, мой коллега Ренат Кибраев, наш оператор. И человек, который к нам обратился, он является предпринимателем. Его предприятие находится на территории вашего района. И мы бы хотели узнать, почему местный исполнительный орган не оказывает поддержку предпринимателям. Так, именно в какой форме вам не оказывают помощь? Фактически его бизнес душат. Расскажите свою ситуацию тоже человеку еще раз. Ну, я как бы... Давайте сперва я вам задам такой Давайте. вопрос. Давайте. Вы являетесь блогером. Да. Это неофициальный, то есть представитель СМИ. Вы знаете, кто такие блогеры? Ну да. Ну, То есть, смотрите, давайте я сразу вас опережу. Нет, так, вы подождите. мне пальцем, пожалуйста, не тыкайте. Ага, такой. Смотрите, Официальный вы хотите мне сейчас сказать то, что я, будучи блогером, не имею права вести здесь видеосъемку, правильно? Нет, я вам не запрещаю. А, все, хорошо. не Тогда запрещаю. дальше. Просто я имею в виду то, что блогеры, они не являются представителем СМИ. Мгм. И Правильно же что? Официально. То есть в законах о СМИ нету такого пункта, что блогеры мы должны. Официальный ответ, либо же ему я могу предоставить. Человек не раз обращался к вам. Как ваше имя? Хорошо, давайте разберемся. Как?
Бартокеш, Каспий Чашкеш. Девушка, я хочу вам задать вопрос. Давайте я сейчас... Подождите, я с вами поговорю. Хорошо, окей. Вас как зовут еще Динара. раз? Динара. Фамилия ваша? Тюлемисова. Как? Тюлемисова. Тюлемисова, да. Динара Телемесова. Хорошо. Смотрите, вы первая женщина, сотрудник Акимата, который нас так встречает в агрессивной форме, нападает на нас. Если мы хотим встретиться с слугой народа под названием Аким района, то у нас есть на это право. Право как прежде... Нет, прежде всего, как у граждан. Он боится, что ли, выйти сюда? Ваш Аким трус района? Чего вы взяли? А почему он вышел? Почему он боится тогда нас принять на прием? А вы записывались на прием? Запишемся? Вот сейчас? Прямо сейчас мы вам сказали. Есть прием граждан, правильно же? Есть график граждан, после чего вы можете, тогда Мы только сейчас вас... вам в устной форме записываемся. Этого достаточно. Этого Записывайтесь достаточно, на я прием сказал. граждан, пожалуйста. Я говорю, этого достаточно. Вы являетесь жителями Бишкаласского района? Мы являемся гражданами Республики Казахстан, которые содержатся... Уважаемый, извините, разрешите, я сразу вас перебью, поскольку вы не являетесь... Нет, подождите, уважаемый, вы... Ага, у вас совсем другая работа. У вас- Занимайтесь ей. К сожалению, ваши компетенции не позволяют сейчас вставать в данный диалог по причине того, что вы являетесь некомпетентным лицом по данному вопросу. Хорошо. Потому, к сожалению, ваши примечания, к сожалению, не могут учитываться. Маску Давайте оденьте вернем. правильно. Маску оденьте правильно. Почему у вас вообще? пенсионер работает? Вы знаете, что он может умереть от ковида? Давайте вопрос решим. Подождите, Того почему у вас, гражданина, подождите, который- почему у вас охранник маску правильно не одевает? Вы знаете, что он в группе риска? Да и вообще, почему работает в Акимате человек пенсионного возраста? Хорошо. Человек пенсионного возраста почему у вас работает? Вы знаете, что человек старше 60 лет является в группе Ну, риска? может быть, ему не 60 лет, ему, наверное... Не 60. Сейчас спорить будем вдвоем. Если я пенсионер, Ага. другой Вот на он это говорит, ты что ответишь. Как Давайте отвечу? у вас спросим, что случилось, почему. Не, кто ну на мы вас неужели будем в холле решать эти вопросы? Есть какой-то кабинет, давайте сядем и поговорим. Если у меня есть вопросы, задам я вопрос, вы ответите. Готовы, не готовы? Мы готовы только вот, если вы только один зайдете. Он такой имеет право. Только вы. Да. Почему? Потому что мы не имеем права тогда. Полностью. Тем более, что На основании статьи какой вы не имеете права сейчас фактически быть гласным органом? Вы, смотрите, разрешите? Смотрите, что у вас там написано? Там Нет, нет, вон там. Ашот Халан. Правильно? Открытая пожалуйста, площадь. вот, Дальше что у вас... куда вы можете... Ниже что у вас написано? Выйдите сюда. В открытую. Что вы стоите за вот этим? За вот этим зачем стоите? Смотрите, у вас там что написано? Доступность, отчетность, Ренат, удобство. вы извините, да, вот вы провоцируете. Смотрите, социальный Я говорю, вы Девушка. стоите за вот этой вот преграждением. Зачем? Выйдите чтобы, сюда. чтобы выйти Выйдите сюда. с обращением с этим человеком и потом его принять у себя же в кабинете. Нет, так ответьте перед камерой. Я же могу его же только Нет, перед провести. камерой А с ответьте. на камерой вопрос. я вас Он опускать не... согласен, он С согласен, камеры... чтобы мы снимали на видео. Вы согласны, чтобы ваше дело сопровождалось? Да, выйдите сюда, пожалуйста. Человек согласен, чтобы его дело сопровождалось видеофиксацией. Здравствуйте. У вас какая-то проблема или что? Просто А, я не в курсе. Я только- Да, смотрите. выйдите. Ну хорошо, давайте так. Вот, ну, хорошо, хотят работать так, пусть работают так. Это примечание же уже будет решать совершенно другой орган. Вот предприниматель. Его предприятие расположено в чертах вашего района. Далее уже человек сам расскажет. Все верно. Вот вы уже знаете, да, что мы... Просто это что, услышал, мне сказали насчет этой сибирики? У вас какой вопрос? Ну То, вы что... же наслышаны про нас, Да, то, что у вас контракт Наши забрали. проблемы, да. Вы же знаете все. Да, мы все прекрасно знаем. Получается, вы уже знаете всю ситуацию. Вот, Я представитель отдела предпринимательства. люди говорят, что не знаем такого. Нет, извините, это другие. Отдел ЖКХ не Отдел ответственен ЖКХ за и это. просто средства массовой информации. Все. Ну вы же говорили, что фактически такого дела нету, и то, что вы не слышали, есть такие... так, Он же нам не так доказывает. красиво вы ушли, ну вот, тем более. Хорошо, давайте ответим сам отвечу, конкретно на вопросы. Давайте мы ответим конкретно на вопрос. Ваш Смотрите, вопрос какой? У вас конкретный вопрос. Вопрос конкретно, ну потому что у нас, как говорится, приостановили деятельность, да, Контракт на недропользование. контракт на недропользование. Его у нас изъяли, можно так сказать, правильно? Да. Контрактом на недропользование занимается Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области. Управление находится в городе Талдыкурган. Мы контрактами не занимаемся, мы только мониторим карьеры. Это во-первых. Поэтому изъятием мы не занимались, так как таковой Бишкекский район, Акимат, не занимался им.
Разрешите я сразу отвечу на ваши слова? Смотрите, мы сами понимаем прекрасно, что отзывать контракт – это не ваша компетенция. Но вы, как представитель все-таки местной исполнительной власти, вы еще являетесь голосом народа, правильно же понимаю? И фактически вы должны всегда сопровождать предпринимателей, тем более, когда речь идет о вашем районе. Ведь данное предприятие будет в дальнейшем за счет своих налогов пополнять бюджет данного района. Это раз. Два. Данное предприятие будет создавать новые рабочие места, за счет чего, конечно же, будет сокращаться бедность в районе, правильно? Соответственно, уже акимату тоже меньше мороки работать с бедным населением, которое сейчас не трудоустроено. А ведь у вас есть такие люди? У вас есть же нетрудоустроенные в районе? Нет, вы можете В центре занятости у нас есть. У вас вот имеется нетрудоустроенные? В центре занятости полностью фиксируется все. есть. Я Хорошо. буду, вы мне задавайте, я буду. Вот, смотрите, то есть правильно я понимаю то, что вам же самим выгодно, чтобы было нормальное, хорошее предприятие, которое будет пополнять казну. И вы, как представитель данного района, имеете полное право голоса и мнения точно так же передать уже в областное управление, правильно, да? Или как у вас это правильно называется? В областное управление предпринимательства. Всю ситуацию и сказать то, что давайте мы решим вопрос так, чтобы те изъяны, которые сейчас находятся, да, располагаются, которые являются проблемой определенной, их же можно решить. Вы же знаете это дело, вы же сами сказали, да? Я вам отвечу. Да, давайте. Эта проблема является не только нашей. Изъяли контракт на недропользование на основании обращения жителей дачного массива. На основании заявления. Есть такая гражданка... Одно заявление, да? Да, гражданка Такмурзина, которая отвечала за народ, который жил именно близ карьера. И карьер находился в водоохранной зоне. Поэтому вот на основании этого заявления... Вся территория карьера находилась в водоохранной зоне? Именно где они производили... Ну, вся или не вся? Нет, именно, я вот говорю, где именно они, где производили добычу недропользования, недр, она находилась именно в водоохранной зоне. Смотрите, то есть получается вся ваша территория находится в водоохранной зоне или не вся? Насколько я знаю, по водному кодексу в водоохранной зоне мы имеем право находиться на законных основаниях при соблюдении санитарных норм. Баби нам дал разрешение, изначально нам дал разрешение, но потом, когда гражданка Такмурзина об этом узнала, она, насколько я знаю, что зашла сама на прием к Баталову, и уже по указанию Баталова у нас изъяли контракт. То есть потом Балхаш-Лаковская бассейновая инспекция отказалась от своих выделенных, да, то есть то, что не слов, а именно то, что документ был. Да, и мы, когда с этим столкнулись, мы писали абсолютно все. Мы писали конкретно ваш акимат, наши районы, где мы зарегистрированы, где мы собираемся платить, там, бюджет пополнять, да. То есть, ну, в вашем районе, в вашей юрисдикции, получается, правильно? Ну, поэтому у меня вопрос. Смотрите, получается, я правильно понимаю, то, что изначально отдел водоохранной зоны, да, я забыл, как правильно называется? Балхаш-Лакальская инспекция, да, правильно? Они изначально выдали разрешение, но в дальнейшем получилось, что они его отозвали по причине обращения какой-то определенной активной гражданки. Я правильно понимаю? Наше государственное учреждение не видело этого документа в лицо. То есть вы не видели этого документа в лицо, да? Все, хорошо. Я не могу голословно. Ну, в любом случае, слов предпринимателей это так. Но вот ваше личное мнение, как представителя данного отдела, вам самим данное предприятие наносило бы вред? Или же, наоборот, приносило бы пользу? Я не могу как за отдел говорить. Ну, вы сами как человек. Вред я не могу говорить. Я отвечаю за народ. К нам поступили жалобы. Одна жалоба или несколько? А то, получается, одна. Она была представителем. А подписей сколько? Подписей? Что касается гражданки Такмурзиной, вы знаете, что она там не проживала никогда и не живет? А, то есть она там не проживала? Она не проживает, в этом дачном массиве проживают ее родители. А, то есть получается так, да? Можно поправку сделать? То есть не живут ее родители, не живут ее друзья. То есть это мы знаем, мы это знаем, мы встречались с ней непосредственно, разговаривали с глазу на глаз. Она сказала, я гражданский активист, все. И все. То есть я говорю, у вас там кто-то живет, вас чем-то мы задели, конкретно наше производство. Мы находимся больше 600 метров от них. Понимаете, это не жилая зона, это дачный массив. Есть понятие, да, что такое дачный кооператив? Правильно? Ну вот, они как находятся в дачном. То есть это получается не частный сектор, да, именно дачный кооператив, да? Это дачный кооператив. То есть, да, там получается дача, то есть там люди не повседневно проживают, да, приезжают, там у них клумбы, грядки и так далее, да, там высаживают, то есть это дачный. Хорошо, но тут получается то, что данная гражданка Такмурзина, она не является даже проживающей там, и дачником она тоже там не является, да? Она живет конкретно в городе Алматы. Она активист, получается, да, то есть уже она активист. Ну, хорошо, но я все-таки хочу вернуться к вопросу. Вот вы даже
даже если не говорите от имени акимата, вы сами как человек, что думаете, допустим, данное предприятие наносило бы вред или пользу? Я хочу вот вашу личную позицию слышать. Допустим, этого человека сейчас нету. Я сам лично хочу услышать вашу позицию. Я не могу точно вам сказать, вред или пользу, но Ну, была бы польза от этого предприятия району? со стороны финансовой, конечно, польза это, потому что налоговые поступления, рабочие места, но и экологическую сторону нужно тоже не забывать. Хорошо, а экологическая сторона? Вот, допустим, просто я вижу добычу, да, ну, я не вижу здесь. То есть вы сказали, переработки у вас не будет же? То есть я вижу только добычу, не экологической катастрофой, да? Потому что все-таки Балхаш-Алакальской инспекции стоит задуматься о Балхаше, о котором у нас очень много выпусков, где действительно экологическая катастрофа на государственном уровне. Ну да, это я сейчас просто сделал сразу обращение к Балхаш-Алакальскому отделу, чтобы они тоже знали, то, что у вас есть более четкие задачи, которые вы должны рассматривать в скором времени. Но хочу вернуться к теме именно данного, получается, предприятия. Вот насколько сильный вред может наносить данное предприятие? Ну, это даже не, я даже не могу сказать, как это я могу сказать. Ну хорошо, в любом случае. У меня, да. Да, то есть, смотрите, как бы у нас есть все заключения экологические, понимаете? Вот у нас мы получили все, то есть это не просто так, не на словах. У нас есть разрешающие документы, конкретно что касается экологии. Основания, наверное, взяли на это? Они же не могут взять. Вот у меня к вам вопрос, да, вот вы из Ембекши-Казахского района. Сколько в Ембекши-Казахском районе таких предприятий, как мы? Карьеров? Ну, например, я вам скажу, только в Байтереке и в Алвате 13 карьеров, таких как вы. И то не таких, как вы, у вас считается малым предприятием. Например, Толкин. Да, вы правильно заметили, 80 работников. разрешите перебью, вы правильно заметили, то, что это малый бизнес. Работников. Я имеется в виду, у нас таких предприятий немало. Это очень хорошо, то, что у вас таких предприятий немало. Но я смею заметить, то, что вы правильно сейчас заметили, то, что это является малый бизнес. Это очень грамотно, то, что вы выразили, вы показали, что за компетентность. Но я хочу вернуться все-таки к вопросу, с которым мы изначально к вам прибыли. Вы, как представитель данного отдела, готовы поддерживать предпринимателя? Нет, мы поддерживаем предпринимателей, мы никогда не отказываем поддержки. Мы всесторонне поддерживаем, мы всегда ведем разъяснительную работу о каких-либо государственных поддержках. Если у вас какие-то проблемы, вы можете, пожалуйста, в письменной форме обратиться. Только в письменной форме. Просто смотрите, вот наш канал, он полностью продвигает позицию именно господина Тукаева, нашего президента Республики Казахстан, который выступает сейчас со слышащим государством. То есть минимум отписок, минимум бумаг, максимально быстрая отдача. Да? То есть человек пришел, сразу ответили. Все, вот то, что вы видите, вот Open Space, это только начало новой программы. Поэтому хотелось бы, конечно, без отписок. Без отписок. Ваш отдел будет работать? Мы не можем никак без... Хорошо, поступило, вот, допустим, обращение, да, вот поступило обращение, но вы сразу сможете отреагировать или в течение 15 дней? Как к нам поступит, мы сразу реагируем. То есть можно поступить так, смотрите, можно поступить так, прийти к вам, вы выйдете с листочком, ну вам же нужно все равно там в бухгалтерию в дальнейшем сдать, да, обращение. Вы вышли с листочком. Через канцелярию она попадает Акиму. Аким рассматривает этот вопрос, кому отписывать. Он нам дает поручение. Ну то есть получается, вы сейчас не видите возможности ускорить, в принципе, да, темп деятельности. Пусть подаст заявление, пожалуйста, в течение недели хотя бы рассмотрим. Не будем... Ну я говорю, вот, а какие есть возможности максимально быстро? Просто вот поймите, сейчас вот не только это предприниматели, это вопрос для всего района. Я хочу, вот, чтобы весь ваш район, в принципе, увидел, да, вот как можно максимально быстро обрабатывать, ну вы согласитесь, неделя для бизнеса. Вот я сам тоже являюсь предпринимателем, вы знаете, что такое бизнес. Неделя для бизнеса. Слушайте, нет, вы просто... Через социальную сеть он может обратиться на мой на WhatsApp номер, который прикреплен у нас к Акимату. Можете сразу продиктовать тогда этот номер? 8702 292 08 8702? 292 08 18. В течение 3 дней мы отработаем это. То есть, в принципе, у вас есть уже более ускоренная программа. Супер. Я надеюсь, эта программа у вас дойдет до 1 дня. Потому что я думаю, вы знаете, что такое для бизнеса даже 3 дня. Это рассмотрим. Но смотрите, вы тоже учитываете то, что нам нужно все взвесить, с управления взять вопросы, как это... Просто так тоже не получится взять и сказать, все, идите работайте. Я с вами полностью солидарен. Вы же должны же тоже понимать, то, что вы говорите, ускорьтесь до 1 дня, это просто не дело. Если так чисто по-человечески сказать, это не дело, до 1 дня спускать. Вот смотрите, сейчас какая ситуация. Мы с этим человеком сейчас все равно мы хотим поддержать это предприятие по причине того, что это малый бизнес. Мне очень понравилось, что вы это заметили, потому что сейчас на нашем рынке, я думаю, вы сами знаете, в основном одни биг-боссы. Это реально уже крупные предприниматели, у которых далеко не одно предприятие, они не аккредитованы, да, то есть они не получали кредиты, да, то есть здесь совершенно другая. То есть почему мы взялись за это дело? Потому что человек взял кредит для того, чтобы существовать, чтобы развивать свой бизнес, да, и тут начинается какое-то удушение. То есть я думаю, вы сами понимаете, да? И мне бы хотелось, чтобы вы, как представитель определенного отдела, компетентного отдела, тоже оказывали поддержку данному предпринимателю. Потому что вот, когда мы разговаривали с данным предпринимателем, оказалось, что, в принципе,
даже если же говорить то, что есть территория, которая попадает в водоохранную зону, да, или как они там сказали, Водоохранную то полосу. это получается не вся ваша территория, же правильно понимаю? Там вам было предложение, можно как-то отрезать у вас участок, да, небольшой? Да, можно было как бы на определенную как бы территорию навести, как сказать, завет, ну, чтобы им не пользоваться именно по добыче песчано-гравийной смеси, а заниматься немного другой деятельностью, которая позволяет для... Форелевое хозяйство, допустим, можно? Да, да, форелевое хозяйство. То есть мы тоже, я так и планировал, что так. Ну, соответственно, получилось так, что вообще все закрыли. И плюс ко всему сейчас мне звонят с отдела земельных отношений и как бы говорят, что вы либо отпишите землю, отдайте обратно государству его, и все. А получается, как бы, ну, приобрели-то за очень такие нормальные деньги. То есть деньги потеряли и верни обратно. Да, то есть мы просто так, я сейчас кредит взял, просто так плачу, получается, и ничего не осталось, остался только кредит. А ни земли, ни контракта, получается, ничего не остается. То есть, видите, вот почему я сейчас задал данному человеку этот вопрос, потому что лично мое желание, как и желание всех, наверное, граждан этой республики, для того, чтобы орган был максимально эффективный, правильно, чтобы искать выходы. Вот смотрите, допустим, даже вы, будучи компетентным человеком, да, представителем компетентного органа по данному вопросу, допустим, возможно, я не знаю, по каким причинам, но не видели, допустим, выхода из этой ситуации. В то время как этот человек, допустим, знает, что можно там отрезать где-то, да, развить форелевое хозяйство. То есть, как бы не нанося вред, да, правильно? То есть можно немножко переформировать проект. Вот, и мне бы хотелось, чтобы вы, как определенный орган, в дальнейшем, как раз-таки не он сам ломал голову, а вы, как люди, которые сопровождаются за счет наших бюджетных денег, да, то есть, которые, в принципе, создан отдел ваш для того, чтобы поддерживать предпринимателя. Я надеюсь, что в дальнейшем, если же не этот человек, Там нужно просто написать свое имя, фамилия, отчество, номер телефона, который мы можем связаться с вами спокойно, и просто текстовку вашего обращения. Полностью она фиксируется, в течение 3 дней мы дадим вам ответ. А группа, когда выйдет, что они там будут делать, вам полностью в письме укажут. ну хорошо, в любом случае, мы сейчас адресовали вам так обращение, еще, конечно же, адресуем, как вы и сказали, чтобы по форме. Супер, это очень здорово, то, что у вас немножко проходит диджитализация и уже, в принципе, прогресс, да, какой-то есть. Но я еще раз хочу обратиться к вашему отделу. Пожалуйста, впредь, будьте добры, вот. Конечно, с этим предпринимателем будем уже идти дальше, да, то есть на вашем районном акимате мы не остановимся, потому что это дело уже ушло глубоко. Но чтобы в дальнейшем не было таких обращений к нам, к другим СМИ, к другим блогерам, да, чтобы вопрос мог решиться на районном уровне. Для чего нужен ваш отдел? Чтобы грамотно решить этот вопрос. Ранее вообще обращался, да, насчет этого? Мы в письменном виде видели только, а так визуально первый раз. Ну, то есть визуально, вот, но получается, отписки и так далее, да, происходили какие-то. Ну, переписка была. Переписка была. Да. Ну вот, то есть, видите, как бы, это печально. Со стороны акимата предоставляли ответ? Ну, там ответ такой, как бы, мы ничего не знаем, обращайтесь в Балхаш-Лаковскую бассейновую инспекцию, все. Обращайтесь туда в этот. Они что теперь говорят? Они что говорят? Они абсолютно ничего не говорят, говорят, идите в суд. Идите в суд, можете подать на нас в суд. Все как у нас. В суд подавали 2 раза, и 2 раза мы проигрывали. Все. То есть судебные тяжбы они и прошли уже, да, и, ну, то есть стучимся в закрытую дверь, и никто абсолютно не открывает. То есть там вопрос этот решился бы за 1 день. То есть там нужно было вообще проще всего там сделать со всеми сюда. Просто немножко порезать участок, да? Проект немного изменить и все. А у нас просто... Я поняла ваш вопрос. Давайте обратитесь через WhatsApp. В течение 3 дней мы полностью посмотрим. Хорошо, ваш? Ну что ж, вам огромное, конечно, спасибо. То, что... Наших зрителей, да, скажу. Да. А если дальше там, куда обращаться, если оно не входит в наши компетенции, то мы никак не можем. Вот это поймите, хорошо? Но в любом случае, спасибо, то, что вы сейчас отреагировали. Поддержать предпринимателей и так далее, что нужно делать со стороны местных исполнительных органов, мы посодействуем. Я сейчас еще хочу тоже, еще раз, пожалуйста, давайте для закрепления. Пожалуйста, давайте, чтобы больше, ну, вам же самим же будет удобнее работать, если же будете работать в темпе. Тогда уже этот человек не будет, вот мы сейчас, ну, мы вынуждены сейчас идти дальше. Мы просто пришли в ваш орган фактически не требовать от вас. Мы знаем то, что вы уже некомпетентны. Вы упустили этот момент, когда вы были компетентны. Можно сказать, ну, момент пропустился и все, он ушел выше, выше, выше. Теперь уже, да, на сегодняшний день вы фактически некомпетентны в этом вопросе. Поэтому я хочу для закрепления, пожалуйста, впредь с предпринимателями работайте более ускоренно, более в темпе. Если они, конечно, обращаются к нам, то приходят, то, конечно. Приходит, то меня вызывает, у нас тут есть номера телефонов, вот везде висят. Вызывают, я выхожу, конечно, я всегда помогаю. Ну все, здорово, спасибо вам. В письменном виде просто тяжело. Людей не видишь, ты не понимаешь, чего он хочет. В письме все равно все донести не можешь.
Он тебе одно говорит, ты это тоже, что не так понимаешь, ты по-другому ответишь. Ну да, я с вами полностью согласен. Бумага стерпит, конечно, но не поймет. Так, я, подожди, сейчас скажу одну вещь важную. То есть сейчас мы направляемся уже завтра, наверное, Балхаш, Алаколь, инспекцию, да? Инспекцию. Это она находится в городе Алматы, правильно? К сожалению, видите, все равно я считаю, что очень много недочетов у нас в акиматах. Они просто выходят вот так вот, стоят через перегородки эти самые. То есть у нас впереди в Казахстане намечается большая реформа местной исполнительной власти. Я смею заметить, что наш президент уже сказал, что будет в скором времени сокращение. И выбор, Крупное. да, и выборность акимов прежде всего. Конечно, нам необходимость выборность акимов, чтобы такие вот граждане, жители тех районов, где они живут, где они работают, где у них предпринимательство, они должны, конечно, знать, кто им руководит их территорией административной, да? А вы вообще сами виделись с Акимом района? Нет, 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 то есть вы не знаете, как он выглядит? Знаете, как нет, он выглядит? нет, не знаю даже. Как его зовут вообще, Акима? Ну, в любом случае, мне кажется... Вот смотрите, я гражданин... Граждане не записывались. Если вы бы записывались, то, конечно, вы бы его увидели бы. Я был занят, знаете чем? Я оббивал пороги судов. Вот я чем был занят, понимаете? Ну, хотите, я вам скажу в примечание все-таки? К вам прийти, я приходил, но условно меня просто отфутболили идти дальше в другие органы, и все. Я вам хочу сказать просто одну простую вещь. Допустим, да, я вот проживаю в городе Алматы, в Астанинском районе. Я знаю Акима и области, и города, и района. Потому что наши Акимы, они активные. Я вижу, как у меня сегодня во дворе Аким пришел, он ходит, работает. То он там, то он тут. То есть я вижу активность. А если же граждане не знают, да, я вот сейчас, если подойду к людям, они, как думаете, знают Акима? Подождите, а где здесь это вообще? Скажите, а вы знаете Акима? Акима района вы видели? Не видел, но слышал, что новый Аким район. Нет, все, не видел. Фамилия. Здравствуйте, апа. Скажите, а вы видели Акима района? Жоқ. Не знаете, да? Вот видите, получается как. То есть ваши граждане, они не знают Акима района. А это нюанс. Нужно исправлять. Ну, а мне кажется, нам нужно все-таки завершать и ехать дальше. Здесь этот орган уже некомпетентен. Давайте заключающие слова. Ну, хотелось бы увидеться полностью со всеми, с Балхаш Алаколем бассейной инспекцией, ну и в дальнейшем управление предпринимательства Алматинской области, ну и с Акимом области тоже хотелось бы увидеться, переговорить, опять же, на эту тему, понять. То есть тут уже я пострадал, да, я так понимаю, что мы не первое предприятие, которое пострадало. Ну, дальше, может, просто весь бизнес в целом по республике. Я надеюсь, что Аким области Амандык Баталов обратит внимание на вашу проблему и примет правильное решение. А я хочу обратиться сейчас к Акиму района. Мне кажется, если же здесь местное население не знает, как он выглядит, то как минимум нужно хотя бы почаще выходить из автомобиля и прогуливаться по своему району, чтобы люди хотя бы знали, как он выглядит. А еще лучше, чтобы он работал, чтобы люди не только знали, как он выглядит, но и как выглядит его работа. Ну, я думаю, можем завершать. Все, спасибо всем. Рахмет. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и обязательно пишите свое мнение в комментариях. Рахмет, салболнас.